В Якутске продолжается 11-я республиканская спартакиада по адаптивным видам спорта. Накануне прошли первые соревнования по настольному теннису, волейболу и легкой атлетике. Кстати, в легкой атлетике лидирующие позиции занимает Нейрунгри, затем идет Якутск, а тройку лидеров замыкает Нинамский район. О некоторых победителях спартакиады расскажет наш корреспондент Айна Сивцева. Максим Хорев занимается метанием ядра меньше 1 года, однако отсутствие соревновательного опыта не помешало ему уже добиться больших успехов. Так, на всероссийских соревнованиях в городе Сочи Максим завоевал серебряную медаль. Еще одним крупным событием для Максима Хорева стала 6-я спартакиада по адаптивным видам спорта, которая проходит в эти дни в Якутске. Накануне наш герой стал победителем в метании ядра. На этом он не собирается останавливаться. Сейчас впереди идет подготовка у нас к чемпионату России по легкой атлетике. Чемпионат России будет проходить в городе Чебоксары. Старт будет дан с 16 июля и по 20 июля он будет проходить. Там вот мы с тренером, с командой выезжаем, и там буду, соответственно, представлять республику также в толкании ядра. А это Людмила Пахомова. Адаптивным спортом девушка занимается с 8 класса. Последние 6 лет она участвует в спартакиаде среди людей с инвалидностью. Накануне Людмила завоевала золотую медаль в беге на 100 метров. Как участник со стажем, девушка не испытывает волнения перед стартом и всегда усердно работает на тренировках. Организация прошла успешно. Мне все понравилось. Торжественная церемония закрытия 6-й республиканской спартакиады по адаптивным видам спорта состоится завтра на стадионе «Юность» в 16 часов. Но перед этим еще пройдут соревнования по волейболу, голболу, футболу и настольному теннису. Айна Сивцева, Александр Иванов, УНВК СХ, Якутск.